Мы отправляемся с вами по следам крымско-татарских воинов в далекие походы. На примере известных битв и военных кампаний увидим крепости и города, которые пали под натиском крымцев. Побываем на поле битвы и увидим, как была одержана победа и на каких условиях заключался мир. Узнаем, что такое древнее тюркское боевое искусство Каракаплан и какую пляску устраивали крымские конники на поле битвы. Заглянем в походные шатры крымских военачальников и увидим, как разрабатывалась тактика и стратегия предстоящего сражения. Все о военном деле в программе «Алтын Девыр». Сегодня 164 страны мира имеют действующую армию. В первой тройке такие страны, как Китай, США и Индия. Численность их войск существенно превышает 1 миллион человек, и лишь на 18-м месте Украина. А когда-то на землях современной Украины, части России и Балкан, процветало большое и могущественное государство Крымское ханство, чья армия считалась одной из сильных, многочисленных и передовых для своего времени. В условиях 15-18 веков в Европе цифра в 100 и более 1000 воинов считалась довольно крупной. Именно такое число солдат могло собрать в поход Крымское ханство. Конечно же, соседняя Османская империя имела возможность выставить на порядок больше воинов, однако ханская армия отличалась эффективностью. Довольно часто сами османы приглашали к участию в своей военной кампании крымцев, и согласно источникам, нередко именно отряды крымских татар шли впереди янычар и сипахов, прокладывая дорогу к победе последних. Но существенная помощь крымцев зачастую оставалась на обочине истории. Все лавры побед доставались османской армии. Итак, численность крымско-татарского войска в позднее Средневековье и новое время была довольно внушительной. Очевидец, историограф крымского хана Сахибагирая Рималь Хаджа насчитывал более 250 тысяч аскеров в ханском войске, о чем он сообщал в своем труде, а это был XVI век. Автор сообщает, что в личном распоряжении Сахибагирая были вооруженные мушкетами пехотинцы. Их число варьировало от 200 до 1000 человек. Общая же численность вооруженных огнестрельным оружием пехотинцев в армии по подсчетам историографа составляла 10 тысяч человек. Но не только Рималь Хаджа сообщал о численности крымско-татарского войска. Ряд дипломатов, послов, путешественников и даже военных инженеров XVI-XVIII веков писали о крымском войске. Однако их данные существенно разнятся. Возможно, именно по этой причине остается открытым вопрос об общей численности крымско-татарского войска. Крымский хан Менглигерай в письме к московскому князю Василию III 12 сентября 1509 года писал, что собрал для похода 200 тысяч и 50 тысяч рати. Вероятно, эта цифра преувеличена, однако другой источник буквально вторит крымскому хану. Джейлс Флетчер, английский дипломат, побывавший в Москве в конце XVI века, писал: «Когда идет войной сам великий или крымский хан, то ведет с собой огромную армию – 100 или 200 тысяч человек. Отдельные мурзы имеют орды, состоящие из 10, 20 или 40 тысяч человек». Очевидно, Флетчер был хорошо информирован о состоянии ханской армии, ведь кроме дипломатической миссии он обязан был разведывать положение дел в Восточной Европе в целом. А вот Михалон Литвин, литовский дипломат при Крымском дворе, собрав сведения о ханской армии, сообщал, что государство крымских татар по первому приказу может собрать 30 тысяч воинов. Конечно, эта цифра значительно меньше той, о которой говорилось выше, но вполне реальная для небольшого среднего похода.
Моравский дворянин и дипломат Эрих Лесота писал в своем дневнике, что крымский хан выступил в поход с 2 царевичами и 80 тысячами воинов, тогда как в Крыму оставалось еще 15 тысяч воинов. Эриху Лесоте вторил французский военный инженер и картограф Гийом де Баплан. В конце 20-х, начале 30-х годов 17 века он был приглашен польским королем Сигизмундом III на службу. Именно ему было доверено строительство крепостей на рубежах Речи Посполитой с Крымским ханством. Баплан принимал участие в походе великого коронного гетьмана Речи Посполитой Станислава Конецпольского и, как никто другой, хорошо знал о военной мощи крымцев. Гийом де Баплан писал, что если поход возглавляет сам крымский хан, то он ведет за собой армию в 80 тысяч человек. И если же кто-либо из Мурс, то его армия составляет не более 40-50 тысяч воинов. Отчасти наблюдение француза отвечало действительности. Гораздо позже другой француз, но уже дипломат и консул в Крымском ханстве барон Франсуа де Тот описывал в своих мемуарах похожую картину. Он пересказывал свой диалог с крымским ханом Крымом-Гераем накануне разразившихся военных действий с Россией в 1768 году. «Скажу вам, — говорил хан барону, — армия будет огромная. Вы пойдете со мной. Я же во главе 100-тысячной армии выступлю прямо в Новую Сербию. 2 другие армии, 40 и 60 тысяч, должны одновременно продвинуться к Малому Донцу и по левому берегу Озюсу через Орель». Здесь следует отметить, что одни европейцы-современники имели в виду исключительно ханское войско и называли меньшие цифры. Другие же учитывали присоединившихся воинов из ханских провинций, таких как Буджак, Едисан, Едичкул, Джумбулук и Кубань, которые населяли нагайцы. Примечательно, что они присоединялись по приказу хана в большие походы. Эти сообщения подтверждают и восточноевропейские источники. Современный исследователь времен Мухаммеда Герая Сырей Чниковский в своем труде «Мухаммед Герай и его вассалы» отмечал, что крымские татары могли совершать походы как в 15 тысяч, так и в 40 тысяч человек, но отдельные походы, по мнению автора, вполне могли быть от 60 и до 100 тысяч аскеров. Реальное количество воинов мы могли бы узнать только из походных книг Калими Алделар, в которые вносились имена, возраст, место, откуда прибыл воин, его заслуги и прочие данные. А также, если воин погибал, то фиксировалось место его гибели и захоронения. Но, к великому сожалению, до сих пор еще не выявлено ни одной походной книги Крымского ханства. Этот ценный источник по военному делу крымцев частично хранится в европейских или османских архивах, а часть его утеряна навсегда в результате пожара ханского архива в 30-х годах XVIII века. Ханская армия не состояла только лишь из солдат. В их число входили люди, имеющие к военному ремеслу косвенные отношения. Это были духовные лица, лекари, многочисленная свита хана и его сановников, слуги состоятельных воинов, повара, портные, конюши и кузнецы, специалисты, обслуживающие холодное оружие, мушкеты, пушки и торговцы, без которых не обходился ни один поход. Нередко в первые годы ханства в поход со своими мужьями отправлялись и женщины, но со временем это перестали практиковать. К примеру, в задачу подразделения Джебеджи входило производство и ремонт огнестрельного и холодного оружия, снаряжение, а также охрана складов с оружием, транспортировка. Их число было относительно невелико, не более 500 человек общей численности. А если же в походах предусматривалось брать штурмом или в осаду крепости, то обязательно присутствовали инженерные войска, в чьи полномочия входило делать подкопы при осаде городов, прокладывать в труднопроходимых местах дороги, при надобности сооружать понтонные мосты и рыть траншеи. Поход сопровождали молодые люди, в чьи обязанности входило снабжать войско водой. Другие же отвечали за выбор безопасного места, где армия могла сделать привал или встать лагерем. Еще одни перегоняли или пополняли в пути небольшие стада овец для пропитания. Все они выполняли важные функции и составляли общую численность крымско-татарского войска. Большая ответственность лежала на людях, отвечающих за самое главное в ханской коннице. Им строго предписывалось следить за состоянием крымской породы лошадей, используемых только в походах.
Особая крымская порода была выведена в ханстве специально для военных походов в 15 веке. Называлась она бахмат или тарпан, считалась собственностью хана. Табуны выпасались и содержались на Арабатской стрелке. Эта порода не отличалась красотой, однако крымские коневоды строго следили за чистотой этого вида лошадей. Конечно же, в ханских конюшнях, родовой аристократии и просто зажиточных горожан были и другие лошади, иногда даже арабские скакуны, но бахмат здесь ценился выше всех остальных. Именно эту породу строго запрещалось продавать или дарить за пределы государства. И, конечно же, не могли обойти вниманием местную породу бахмат путешественники, посетившие ханство в разные времена. Венецианец Исафата Барбаро в 15 веке отмечал, что страна эта не производит породистых лошадей, они низкорослые, с большим брюхом. Гийом де Баплан спустя 2 столетия писал: «Это особая порода коней, плохой стати, некрасивых, но чрезвычайно выносливых и неутомимых. Переход в 20-30 лье без остановок под силу только лишь этим бахматам. Гривы у них очень густые, свисают до земли, а хвосты волочатся сзади». Красота коней породы бахмат или тарпан заключалась в выносливости. Они не были капризны и могли после длительного перехода продержаться в бою. Они не нуждались в тщательном уходе, однако особенно ценились и находились под особым присмотром конюхов, отвечавших за их чистокровность. К сожалению, в конце XIX века эта порода лошадей навсегда исчезла, так как и крымские одногорбые верблюды, которых также использовали в больших походах. К сожалению, эта порода лошадей навсегда исчезла в XIX веке. Еще в XV веке крымским ханом Хаджи Гераем были заложены основы армии. Они не менялись до конца XVIII века. Как при первых, так и при последних гераях формировались отряды пехоты и конницы преимущественно из гражданского населения. Как мы уже говорили, в Крымском ханстве не было регулярной армии. Здесь преобладала мобилизация из гражданского населения, которое на время походов освобождалось от налогов. Более того, участники военных кампаний получали жалования, а в случае победы над противником имели право на раздел контрибуции. Важную роль всегда играла легкая конница. Она делилась на войско Капы-Кулу, ханскую гвардию, которая содержалась государством и включала пехоту, конницу, артиллерию. Ее численность постоянно менялась. В первые годы это было всего 500 человек, а уже в XVI веке не менее 3000. Далее шло войско, содержавшееся на средства обеев. Оно состояло из конницы и пехоты. Здесь численность всегда была разной в зависимости от походов. Отдельную конницу представляли вассальные провинции ханства. Им предписывалось пополнять ряды крымско-татарской армии не менее чем в 2000 человек. Сам крымский хан всегда возглавлял большой поход Сефери. Его численность достигала 100 и более 1000 человек. В таком походе, где хан был главнокомандующий, иерархия воинских формирований всегда оставалась неизменной. Войско правого крыла до 8 колонн или около 50 000 человек вел первый наследник трона Калга. Войско левого крыла 6 колонн или до 40 000 человек было под началом второго наследника трона Нуриддина. 5 колонн или 30 000 человек находилось под патронатом Баш-Агасы или визиря, а вот Бей и Мурзы образовывали 4 колонны до 10 000 человек. Если взглянуть на военную историю ханства, то большинство походов не превышало 20 или 50 тысяч воинов. Такие походы возглавляли как хан и его наследники, так беи и мурзы. Такой поход назывался чапуле, средний поход. Он был самым распространенным. К примеру, в 1519 году тогда еще наследник ханского трона Калга Мухаммед Герай повел в поход 40-тысячную конницу на Галичину и одержал победу в битве под Соколем. С таким же числом войска, но уже весной 1571 года хан Девлет-Герай подошел к Москве, но провозгласивший себя царем московский князь Иван IV так и не решился вступить в противостояние с крымцами. В ноябре 1578 года сыновья Девлета-Герая изменили ход сражения под Шимахой в персидском походе, одержав победу над персами силами в 20 000 аскеров. С 20-тысячной армией помог казакам Хмельницкого буквально разгромить поляков Тугай-бей Аргинский на Желтых водах и под Корсунью.
40-тысячной армии крымский хан Мухаммед Герай IV в союзе с гетьманом Выговским нанес сокрушительное поражение 120-тысячной армии русских в 1659 году под Конотопом. И это далеко не весь перечень. Но какой бы численности ни был военный поход, и его участники всегда были хорошо вооружены. Вразрез со стереотипными утверждениями ряда историков, крымско-татарские аскеры были вооружены не только холодным оружием. Уже в 15 веке ханское войско использовало пушки и другие виды огнестрельного оружия. Но подробнее о вооружении и его видах мы расскажем в следующей серии.